Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами сделаем расклад, что он думает о вас прямо сейчас. Давайте загадаем вашего партнера. Представьте себе его, как он выглядит. Можете сказать про себя его имя. Расклад общий, позиция будет одна. Что он думает о вас прямо сейчас? Тройка пентаклей. Так. Ну, скорее всего, он сейчас занят работой. Возможно, у него какие-то есть проблемы с деньгами. И ему совсем некогда думать о чувствах. Вот он хочет быть вот таким хозяином, чтобы потом, скорее всего, приехать к вам. То есть, что, в принципе, тут говорится? Что сейчас он занят работой, потому что, скорее всего, есть какие-то проблемы с деньгами, чтобы потом выглядеть перед вами вот таким хозяином. Таким уже состоявшимся мужчиной. И только после этого он сможет подумать о своих чувствах к вам и, возможно, к вам приехать. Так, что он еще чувствует по отношению к вам в данный момент? Давайте, может быть, мы еще что-то вытащим. Ага. Так. Ну, вообще, как бы вот эта карта обозначает то, что он видит вас как пару вместе с ним. Вот. И, скорее всего, у вас отношения по этой карте, по дьяволу, кармические, в какой-то степени зависимые друг от друга отношения. Вот. И он, вот опять у нас выпадает, на его карту выпадает нам король мечей. Такой холодный достаточно у нас король. Видимо, он пытается как-то чувства свои к вам как-то рационализировать. В данный момент он, скорее всего, к вам холоден. Но он понимает то, что ваши отношения ему очень нужны. То, что вы с ним в одной связке. И выпадает нам карта суда. Сейчас мы посмотрим еще раз, что тут у нас могло случиться.
Может быть, у вас какая-то была ситуация, после которой он так охладел, и, скорее всего, кто-то из вас двоих здесь кого-то осуждает. Так, какая у вас была ситуация? Мгм. Ну, что-то здесь все карты выпадают больше на него. То есть о вас здесь я вижу только одну карту. Это вот карта четверка жезлов, где влюбленные на картинке у нас представлены, да, пара. А все остальные карты выпадают на него. То есть, что он у нас сейчас повешенный. Человек, которому удобно вот так вот висеть, ничего не делать, не предпринимать никаких намерений по отношению к вам. И это, скорее всего, обман, потому что рядом с этим выпадает карта мага. То есть он как бы может обманывать то, что он находится вот в таком повешенном состоянии. Так, колесо фортуны, туз жезлов. Колесо фортуны — это у нас, получается, он ждет какого-то шанса, какой-то удачи. Интересно. Вообще, конечно, вот эти карты я выложила по поводу вашей с ним ситуации. Ну, скорее всего, он здесь по-любому накосячил, потому что вот он выходит таким обманщиком, скажем так. Так, выложим еще немного карт. Так, какая у вас с ним ситуация? Угу. Ух ты. Ну, вот что касательно ситуации, какая-то здесь очень она, конечно, сложная. Посмотрите, последняя карта у нас выпала карта смерти. На вашу ситуацию, да, но она, скорее всего, так как она выпала у нас последней, скорее всего, несет такую информацию, то что отношения, вот эта вот ситуация, которая у вас получилась, будет претерпевать какую-то трансформацию. То есть произошла какая-то точка, скажем так, да, точка невозврата, но после этого будет какая-то трансформация. Сейчас мы узнаем, в какую сторону. По карте Луна здесь очень много страхов и тоже такая карта глубинная, скажем так. Ну,
у вас здесь получается, вот по карте дьявол, да, какие-то кармические отношения с этим человеком. Раз они кармические, значит, их как-то надо решать, проходить эти уроки, да, с этим человеком. Но, скорее всего, человек эти уроки проходить не хочет. Вот по карте повешенный и по карте маг. Это обозначает у нас то, что он сейчас как бы прикинулся таким, типа, я ничего не могу, я ничего не хочу. Вот. Но на самом деле он все может. Давайте посмотрим, что он еще чувствует по отношению к вам. Или давайте спросим, как он видит вас в данный момент. Как он видит вас в данный момент. Так. Угу. Какой-то сегодня расклад у нас такой получается, то что расклад только об этом человеке, то есть он, видимо, очень эгоцентричный, наш товарищ, и говорит нам только о себе. На вас карты вообще даже не выпадают. Ну, в общем, что он видит? Он, видимо, по пажу жезлов хотел как-то приехать к вам налегке или встретиться с вами налегке. И двойка пентаклей тоже говорит о том, что это не такие уж как бы серьезные намерения у него к вам. И вот по этой карте мы видим то, что он что-то там пытался сделать по отношению к вам, но это не дало своих плодов. То есть вы, скорее всего, хотели от этого человека серьезных отношений, а он как бы прикидывается у нас вот таким повешенным, ничего делать не хочет, хочет все как-то вот налегке сделать. И, конечно же, это у него не приносит никаких ему плодов, потому что, скорее всего, вы хотите чего-то более глубокого. Так, ну что нам карты, какой совет дадут вам по отношению к этому человеку? Так, какой совет карты дадут нам по отношению к этому человеку? Так, что ж такое-то? Угу. Так, еще одну карту вытащим. Ну, конечно, тут по карте башня, видимо, было какое-то столкновение у вас с ним. И вы после этой ситуации вот стоите вот так вот в раздумье. Восстанавливаетесь, скажем так. Вот это как бы карта на ваши отношения выходит. И получается рядом с ней башня. Кто-то кому-то башню срубил. Так, ну если это у нас выходит
карты на совет вам. Это значит то, что сейчас вам надо продумывать следующую стратегию, восстанавливаться, скажем так, после вот этой башни, после какого-то разрыва. Ну, человек здесь очень эгоцентричный, говорит, карты нам говорят только о нем, то есть он сегодня хочет говорить только о себе. О вас он мало хочет говорить. Столько тут мужских карт выпало очень. Вот. Так, ну, может быть, нам еще что-то стоит вытащить. Давайте попробуем помешать. Давайте вообще как бы соберем вот эти карты. Давайте спросим карты. Он вообще как бы, как он к вам относится? Он вас любит? Давайте спросим. Так. Любишь ли ты девушку, которая загадывает тебя? Так. Ох. Угу. Вот это да. Что, опять эгоцентризм у нас зашкаливает? Ну, вот эта карта четверки кубков показывает нам, что он находится сейчас в какой-то паузе, да, по отношению к чувствам, к вам, да, вот. Он как бы хочет посидеть, поразмышлять об этом, обо всем, чтобы потом превратиться вот в такого рыцаря кубков. И у него, видимо, какая-то ситуация сейчас, когда он не хочет думать о чувствах, но ему надо дать немножко времени, чтобы поразмыслить. Потом он превратится вот в такого красавца, в рыцаря кубков. Вот. Но еще у нас тут выходит рыцарь пентаклей. Так, и первосвященник. Ну, однозначно он хочет быть хозяином в ваших отношениях, то есть он, видимо, хочет быть лидером, главенствующей фигурой в ваших отношениях, и чтобы вы его любили, лелеяли, смотрели на него снизу наверх, вот на такого вот жреца, императора. Как будто это вот его какое-то вот становление. Вот от этой паузы он потом превращается в рыцаря кубков, потом в рыцаря пентаклей, такого человека, у которого материальное как бы начало тоже, да, в достатке, скажем так, человек, чтобы вот превратиться вот в такого. Видимо, хочет сначала быть для вас вот этим вот императором, чтобы
хочет стать императором, прежде чем начать вообще что-либо к вам чувствовать. Не знаю, почему-то вот я так думаю. Так. Что ты еще думаешь о девушке, которая тебя загадала? Какие чувства ты к ней испытываешь? Так, давайте еще посмотрим. Да что ж такое-то? Так. Угу. Ну, наконец-то нам с вами выпала хоть одна женская карта. Королева мечей. Понятно. Ну, в общем, ситуация такова, то что была какая-то трансформация. Вы, скорее всего, пытались построить отношения, но ничего не получилось вот по этой карте. Человек ушел в работу. И тут вот такая вот у нас королева мечей, да, сидит. Холодная очень. Кстати, он, помните, там тоже выпадал нам как король мечей. То есть это вот как раз он, и это вы. То есть вы сейчас как-то оба, видимо, в таком замороженном состоянии, в холодном очень по отношению друг к другу. Ну да, если вот здесь две таких карты, как карта смерти и карта, обозначающая вот эти вот люди, да, на карте, они никак не могут построить то, что они хотят, потому что у них очень много разногласий, да. Вот. Такая карта. Ну, это у нас карта старания, да, то есть, может быть, он старается как-то исправить вот эту всю ситуацию, которая у вас получилась, чтобы прийти, наконец-то, к королеве мечей, к вам. Вот. Так. Как скоро нам ждать вестей от этого человека, если у вас случилась какая-то не очень хорошая ситуация? Так, 2 раза выпали карты смерть, карта трансформации ваших отношений получается. Так, когда это у нас все решится? Когда нам его ждать? Так, давайте посмотрим. Так, опять вы. Ой, извиняюсь. Так вот положу, потому что я с перевернутыми картами как бы пока не работаю. Так. Угу. Да. Угу. Ну, вы у нас сейчас, конечно, такая очень холодная. Холодная женщина. Так, карта умеренности. Ну, человек в любом случае, вот как бы на коне, да, приедет, он хочет завоевать победу у этой вот королевы жезлов. То есть он хочет растопить ваше холодное сердце, чтобы вы стали королевой жезлов, более такой страстной, цветущей. И наконец-то у нас выпали хотя бы карты женские, уже более-менее что-то понятно. Ну, в общем, по карте умеренность можно сказать то, что не будет все у нас так быстро развиваться. То есть нужна, видимо, какая-то трансформация. Человеку нужно сначала пройти битву и выйти оттуда побежденным, да? Вот, чтобы приехать к вам.
и тогда вы уже растаете. Ну, то есть как-то все умеренно будет, конечно, происходить. Вот. Ну, вот как-то так у нас получилось. Если будет желание, пожалуйста, пишите мне комментарии, потому что я еще только учусь делать расклады. И мне очень важно ваше мнение. Расскажите мне, откликнулся у вас расклад или нет. Я буду очень рада вашим комментариям. Спасибо большое всем, кто смотрел мое видео.